Строительство школы на начальном этапе. Работы начали в июле прошлого года, но уже сейчас готов каркас, возведены стены. Здесь трудятся десятки рабочих, чтобы закончить все в срок. На данном этапе по завершению каркаса, перегородок, стен ведутся частично работы сейчас по окончанию наружных стен. Завершаем эти работы. Запущены работы по устройству стальной кровли шатровой. Буквально в текущем месяце мы, наверное, завершим укладку этой кровли. И запущенный процесс по производству специальных видов работ. Мы заключили договора с субподрядными организациями, вентиляция, электромонтаж и все остальное, все, что полагается. И эти работы будут вестись тоже согласно графика. Здесь будут созданы все самые современные условия для детей. Здание новой школы запланировано трехэтажным с пристроенной одноэтажной частью спортзала с подвалом. Строительство нового общеобразовательного заведения решит вопрос с перегруженностью и ликвидацией двухсменки. На реализацию проекта выделено свыше 215 миллионов рублей. Сдать новый объект планируют в конце этого года. В данный момент мы находимся сейчас, это группа спортивных сооружений, все, что связано со спортзалом. Это медицинский блок, все, что обеспечивает тренерское, все, что полагается к этому спортзалу. На первом этаже имеется, помимо этого, хозяйственный блок, там у нас столовая, учебные мастерские, совмещенные по металлу и дереву. А со второго этажа начинаются уже учебные классы. Не забудут и про защиту окружающей среды. На территории построят очистные сооружения, пожарные резервуары, а также дизельный генератор. За соблюдением стандартов регулярно следит технадзор. В ближайшее время начнем электромонтажные работы по прокладке кабелей. Почти каждый день выезжаем, смотрим, проверяем, применяем качество материалов, соответствие ведения работ, соответствие проектно-сметной документации. В данное время на этом объекте замечаний не было. Объект возводится благодаря поддержке Федерального центра по нацпроекту образования, реализацию которого курирует лично глава Ингушетии. Заказчиком выступает Минстрой. Возводит здание на месте старой второй школы. Территория охватит 12 тысяч квадратных метров. Ранее школа была у нас на 120 посадочных мест. Сейчас, в данное время, мы очень надеемся на то, что эта школа быстро вселит в себя именно учащихся наших, пройдет этот учебный процесс в недалеком будущем, где все учащиеся, а также наши родители все останутся довольны. Здесь дети получат не только образование, здесь дети получат и удовольствие, и радость от знаний. Будущие ученики и преподавательский состав разместили в двух школах, третьей и второй. Каждый из них с нетерпением ждет открытия нового образовательного учреждения, и у каждого свои ожидания. К примеру, трехклассница Хава Махлоева признается, ей многого не надо, быстрее бы перебраться в новое здание. Каждый раз, когда мы приходим и уходим, мы видим, как наша школа растет и строится. Так радостно смотреть. Хочется поскорее вернуться, хочется, чтобы учителя оставались с нами всегда. А какой ты хочешь, чтобы был твой кабинет? Обычно парта и стулья, шкаф для учителя и доска. И для учительницы тоже парта, стулья. Тебе достаточно этого? Да. В конце прошлого года Минобр получил акты ввода на 14 объектов общего образования и 8 на учреждения дошкольного образования. В этом году руководство региона также не намерено сбавлять темпы работы. Данная школа строится в рамках регионального проекта «Современная школа», входящего в состав национального проекта образования. Школа рассчитана на 250 посадочных мест. И в соответствии с соглашением, которое заключено между Министерством просвещения и правительством Республики Ингушетия, срок сдачи этого объекта 31 декабря текущего года. Нацпроект образования направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования. Так, по задаче, поставленной президентом страны, Россия должна войти в десятку ведущих стран по качеству школьного обучения. Хава Гагиева, Асхат Белокиев, Новости 24.